Здравствуйте все, добро пожаловать на мой канал. Дорогие мои зрители, сейчас у меня будет минутка гнева. Если вы хотите перейти непосредственно на мое гадание, то под видео в тайм-коде вы найдете время и место, с которого можно посмотреть видео. Я сейчас хочу обратиться к тем, кто пародирует мои гадания. Я знаю, что вы смотрите мой канал, я знаю, что вы копируете все то, что я делаю, но у меня к вам вопрос, товарищи, артисты, подражатели. Вы настолько не уважаете своего зрителя, вы настолько не уважаете эзотерику, что вы просто копируете то, что видите. Мало того, что вы копируете, не понимая смысла и сути происходящего, да вы же даже и слова мои копируете. Люди сидят, обращаются к чему-то, да, вот в прямом смысле слова, да, а вы вот понимаете, к кому и чему вы обращаетесь, какие духи, какие силы вы призываете вам в помощь. Знаете, это просто смешно, просто обидно и просто больно, что вот настолько есть неприятные личности, которые вместо того, чтобы учиться, вместо того, чтобы развиваться, начинают просто тупо копировать. Одна, значит, ставит пирамидку, другая какую-то статуэтку, третья еще что-то ставит. Милые, смысл того, что вы там ставите. Мой Назар, он не дает информацию, он не призывает каких-то особенных там духов и джиннов. Он не дает таким дурным глазам, как у вас, сглазить мой обряд, да, потому что песок — это и есть момент обряда, момент разговора с высшим разумом. А то, что вы там своими пирамидками и прочим себе что-то там пытаетесь сделать, это просто смешно и глупо. Когда я прошу высшие силы дать мне информацию для моих зрителей, я обращаюсь к определенному эгрегору. А вы к кому обращаетесь? Или вы просто тупо повторяете то, что услышали у меня? Пожалуйста, имейте хотя бы каплю совести и уважайте всех тех людей, которые заходят на ваши каналы и смотрят вот, этот театр, да, театр абсурда, потому что по-другому это и не назовешь. Я не против людей, которые занимаются магией, эзотерикой. Я против обманщиков, лжецов, лицемеров, которые просто тупо слизывают чужую работу. Делайте это честно. Идите учитесь, занимайтесь, действительно гадайте от сердца, гадайте от души. Но пародировать, настолько копировать, это уже просто перебор. Имейте совесть, еще раз к вам обращаюсь. Знайте, что вот такие несправедливые действия и нечестные, они всегда наказуемы, всегда. И если вы думаете, что я там ради хайпа чего-то сейчас где-то украду у кого-то, да, там, я не знаю, там к облачку обращусь, типа за помощью, все у меня будет хорошо. Не будет, мои дорогие. Поэтому не накликайте на себя беды. Не надо лезть туда, куда вас не звали. И особенно в то, в чем вы нисколечко не разбираетесь. Извините, дорогие зрители, кто остался это все послушал, просто уже наболело, накипело. И очень обидно, что вот такие шарлатаны, вот такие горе-гадалки, кому-то могут и навредить, потому что они вот без стеснения могут говорить и про какие-то гадости, и про болезни, и про чары, и прочее. Будьте аккуратны. И понимайте, что ваш главный советчик, проводник — это ваша интуиция. Доверяйте своей интуиции. Ваша интуиция плохого не посоветует. И на дурной канал, я думаю, вас не приведет. Итак, теперь возвращаемся к отсыпочке. Тема сегодняшней отсыпки звучит так. 3 судьбоносных момента до конца года, что вам ни в коем случае нельзя упустить и на что обязательно нужно обратить внимание. Итак, мои дорогие, посмотрите на песок, подумайте о своей жизни, планах, мечтах, надеждах. Мысленно либо вслух задайте такой вопрос. Какие 3 судьбоносных момента повстречаются в моей жизни до конца года? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Итак, давайте будем смотреть, что же
к вам в жизнь идет. Первый момент. Первый судьбоносный момент до конца года. Так, ну первый момент у нас идет по отношениям. Смотрите, здесь два варианта. Людей смотрят много, поэтому, я так понимаю, здесь вариабельность вышла. Один на развод, вот он нижний, основной, а второй это навстречу, на любовь, на счастье. У кого сейчас дело катится к разводу? У кого сейчас проблематичные отношения, которые уже просто себя изжили? Вы, мои милые, разойдетесь. Разойдетесь достаточно жестко, но жесткость это будет заключаться вот в какой-то, как взрыв происходит, да, вот вроде как тянули, где-то договаривались, один глаз прикрывали, надеялись, ждали, мечтали, успокаивались, и вот в один момент будет такой разговор у вас, что вот вы скажете: все, развожусь, и мужчина ваш скажет: хорошо, все, разводимся. На этом моменте все закончится. Вы пойдете, вы разведетесь, потом вот волна придет сожаление, но опять же таки, да, осознание, что вот я на свободе, вот никто меня не мучает, вот никто меня не беспокоит. Знаете, здесь уже вмешательство идет высших сил, потому что вы друг друга очень сильно ранили. Я не вижу, я не могу выделить, кто из вас больше виноват. Мне оба два человека идут, но женщина, ее, смотрите, видите, вас уводят. Вот видите, один человек ведет за руку другого. У кого-то это действительно человек, который вас уведет в новые счастливые отношения, а у кого-то это вот ангел-хранитель, который просто вас спасет, уведя от вот этих разрушительных, деструктивных отношений. То есть женщину здесь уводят, забирают и спасают. Мужчина, ваш мужчина, да, он либо сопьется после этого развода, либо наоборот у него как новая жизнь пойдет. То есть у кого-то мужчина очень сильно под кармой ходит, у кого-то мужчина, он прям такой, знаете, у него карма разрушительная, и жизнь у него разрушительная. Когда вы были вместе, вот он неплохой человек, и вы очень хорошая, да, и вот его карма, она отравляла, была очень токсичная для вашей совместной жизни. А у кого-то наоборот была, что у вас, у девушек, да, была карма достаточно жесткая и сложная, и эту карму вы также передавали мужчине. И у него, знаете, как крылья, вот все время вы ему случайно, не специально, случайно подрезали эти крылья. В любом случае, если вот у вас развод происходит, и дело у вас идет к разводу, это судьба, так и должно быть. Я вижу, что здесь больше, конечно, на то, чтобы вас вывести из этих болезненных, разрушительных отношений. Мужчина, кстати, мог вести себя очень непотребно, мог и гулять, и по бабам ходить, и вести себя как абьюзер, обижал. Вот обижал словами, больно делал, специально больно делал. Он потом и сам сожалел о том, что он вам больно сделал, но тем не менее. Вот момент этот, да, который раздражитель был. Раздражитель — это вот карма. Понимаете, так случилось. Отношения были глубоко кармическими. Вот классический случай кармических отношений, когда два человека неплохих, вот если вас по отдельности взять, вы хорошие люди, и он, и вы. Но вместе просто какая-то взрывная, разрушительная энергетика. Развод, уход, женщина уходит, женщину отводят, убирают, забирают, спасают. У тех, кто с кем-то вот встречается сейчас, кого-то себе присмотрел, отношения только начали развиваться, у вас наоборот, от людей одиноких вы сходитесь в пару. Пара, отношения, любовь, процветание, общий кров над головой и общая жизненная дорога. Причем женщина в этих отношениях будет номером один. С одной стороны, вы будете локомотивом, а с другой стороны, я так понимаю, что вы уже привыкли к такой позиции, и вам спокойнее, когда у вас все под контролем. Мужчина будет вам помощником. Женщина главная, мужчина помощник. Такой, знаете, правая рука. Так тоже бывает. Он спокойный, он уравновешенный, он видит, что вы сильная, он и не пытается, потому что вас очень сильно ценит. Так, для тех, кто в паре, в браке, в союзе, у которых все хорошо, у вас все хорошо и будет. Тут вот прям постучу. Единственное, что между вами все время какие-то вот прям, я не знаю, змейки проползают, змейки, черные кошечки, там, я не знаю, злые собачки. То есть
есть люди по периметру, вот периметр вашего дома, они вот находятся на вас, ну, скажем, кто зуб точит, кому вы глаз мозолите, вот есть такие люди, желают вам нехороших вещей. Честно скажу, вот для женщин, вот женщина, кто смотрит, у кого муж любимый, есть персона, которая вашего мужа себе желает. Понимаете? Вот такая женщина есть. Будьте крайне аккуратны. Не пускайте. Не надо, чтобы они там толпились у вас на пороге. Не надо, чтобы они в дом ваш были вхожи. Береженого Бог бережет. Я не вижу, что ваш муж уйдет из семьи, но я вижу моменты дискомфорта, которые может доставить эта женщина. Могут быть сплетни, она может распускать там что-то, какие-то разговоры пускать, может там, не знаю, соблазнять. Может, что-то вы увидите, что очень крайне вас ранит. Поэтому старайтесь, чтобы поменьше женщин входило в ваш дом. Так, теперь еще момент. Для тех, кто вот в поисках, в надежде, в мечте. Однозначно у вас до конца года очень перспективное знакомство идет с мужчиной. Мало того, у вас все дороги ведут к этому человеку, и его дороги ведут к вам. В любом случае, здесь венец рисунка – это счастливая пара при одной общей дороге и под крышей над головой. Мало того, это не только крыша, но это еще и звезда. Счастливая звезда, которая сводит двух людей в отношения. Только меня не очень устраивает позиция мужчины, потому что мужчина здесь именно идет, ну, скажем так, не тем, кто решает. Девочки, вот если вы скромные, если вы такие, знаете, ну, девочки-одуванчики, да, здесь придется вам побороться за свое счастье, потому что мужчина будет казаться, что он ни рыба, ни мясо. Мужчина слишком деликатный, мужчина слишком такой, знаете, не любит навязываться. Он как вы, понимаете, словно в зеркало будете смотреть. Мужчина достаточно такой аристократичный, он немножечко даже флегматичный. В общем, он будет смотреть на вас, вы будете смотреть на него. И если женщина не постарается, не возьмет ситуацию в свои руки, то, к сожалению, ну, эти отношения, они вот притирка, да, встречание, договаривание, там, обговаривание, это все может затянуться. Поэтому берите ситуацию в свои руки, как бы вам там не страшно было, и понимайте, что не все мужчины сильные, и вы не такая уж и слабая, да, как вы там себе раньше представляли. Берите мужчину себе и выстраивайте с этим человеком отношения. Так, давайте посмотрим на второе событие. Какое же второе событие, какой важный момент будет в вашей жизни до конца года? Второе событие, второй важный момент. Так, здесь момент получения. Знаете, здесь получение, выигрыш, получение, приобретение идет. В любом случае, я вижу, что вы довольны. По королевской лилии, а тут именно лилия вышла, у вас, мои дорогие, тут признание, сфера меняется, жизнь меняется, работа у кого-то поменяется, а кто-то, кто долго не мог найти, обязательно найдет. Здесь я вижу, что вы получаете по справедливости и по мечте. Вот кто мечтал, ваша мечта обязательно исполнится. Но опять же таки мечта касается материального. Свой дом, машина, работа, деньги, закрыть кредит. Вот исполнение идет. Исполнение, но исполнится ваша мечта в усиленном режиме. То есть вы получите не только то, что мечтали, но и чуть побольше. Вот такой момент идет. Потому что заслужили. Потому что вкалывали над этим всем, да, старались, работали. Тут просто, вот знаете, человек себя не жалел, насколько сильно вы вложились в это дело, в душу просто свою вложили, понимаете? У тех, кто на работе особенно пострадал, я просто вижу тут какие-то страдальцы на работе, либо кто-то долго не мог найти работу, либо у кого-то вот не было признания на работе. Вот как не признавали, и все. Вы там работаете, вкалываете день и ночь, а ну, там начальство, грубо говоря, даже спасибо не говорит. Вот у вас, особенно у вас, идет прям
Работа мечты, да, вот работа мечты, и у тех, и у других вот как обновление в работе идет. Если вы уже работали, то вам что-то новое будут предлагать, вы будете прям не задумываясь менять и с большой радостью принимать новое. Но те, кто долго искал, то обязательно работа очень хорошая идет. Прям такая, ну вы даже себе не представляли, что может быть такое хорошее место и по деньгам хорошее, и по коллективу очень хорошее, и по вашему состоянию, вашей реализованности очень хорошее место. Также смотрите, вот у кого были какие-то жуткие кредиты, у кого прям ну, душило вас вот это безденежье, то у вас, смотрите, идут люди, добрые люди с доброй вестью в руках, понимаете? Вам тут помощь придет, вам подсказочку кто-то даст. А у кого-то буквально появится человек, который разделит с вами это бремя кредита, который будет помогать вам оплачивать этот кредит. У кого-то идет прям мудрый человек, который научит вас, как там, я не знаю, сократить эти выплаты, как его там перебить, этот кредит. То есть в любом случае я вижу, что здесь улучшение пойдет, что вы наконец-таки, знаете, вот у вас прям фокус идет на этот кредит, да, например, на вот это обязательство, долговое обязательство. И вы прям не спать, не кушать не можете. У вас прям 24/7 мысли об этом деле. И я вижу, что вы расслабитесь в этом плане. Вы поймете, что все будет хорошо, что у меня все идет как надо, что я не одинокий человек, что мне помогают, и что я на правильном пути, все у меня закроется. У кого-то в прямом смысле прям закроется до конца года. Так, следующий момент. Приобретение. Ну, тут как хотите. Тут дом, квартира, свое место жительства, очаг, вот место, где вы назовете это мой дом, это здесь мой очаг. Либо у кого-то приобретение пойдет, либо переезд на смена, скажем так, места жительства. Да? Вы можете переехать, вы можете что-то себе там приобрести, либо снимать. Место гораздо лучше, чем то, где вы были, где вы находились. Вы там себя почувствуете именно свободным человеком, свободным от каких-то энергетических блоков. Потому что я вижу вот на сегодняшний день человек, который смотрит, он весь заблоченный, очень много блоков, ограничений каких-то, потеря энергии постоянно идет, прям, ну, теряете. Вы столько не получаете, сколько вы теряете. Поэтому здесь улучшение будет однозначное. Мало того, у вас здесь, смотрите, какая красивая курица сидит. Курица, которая начнет нести яйца, причем яйца золотые. Вы эту курицу, вот знаете, из цыпленка вы ее вырастили. Это курица ваше знание, это курица ваш опыт, это курица ваша смелость, обязательно смелость. Потому что здесь вот люди, которые пришли на эту отсыпку, очень талантливые люди. Но будучи невероятно талантливыми людьми, какая-то просто безумная, странная скромность. Прям скромность и все. Про себя ничего хорошего не могу сказать. Да? Я лучше помолчу, лучше там меня отодвинут, задвинут в угол, я там лучше помолчу. Мои милые, знаете, вы вот наблюдаете за теми, кто локтями, да, расталкивает, рвется вперед на первое место, и вы вроде как бы, да, думаете, вот молодец, да, вот как человек, из грязи да в князи. А вам этих людей не зря показывают, не зря вас с этими людьми сталкивают. Вас не призывают к тому, чтобы вы стали такими толкателями, а к тому, чтобы вы немножечко за себя могли постоять, да, чтобы вы немножечко вот, ну вот как колючки, да, свои приобрели, чтобы вы были как прекрасные розы, но чтобы у вас были и шипы, чтобы вы могли себя защищать. Обязательно подумайте об этом. Я вижу, что у вас будет ситуация, когда вас, ну, прям жизнь заставит, вот прям жизнь заставит стукнуть по столу кулаком, да, и заявить очень громко о себе. И вот этот момент, он переломный. Вот этот момент, он решит все в вашей жизни. Раз и навсегда вы уже пойдете в новую счастливую жизнь. В новом качестве, в новом статусе и по новой удачливой, счастливой дороге в вашей жизни. Так что, мои дорогие, в этом плане очень хорошо все будет. Перемены, может быть, и вынужденные, но я вас уверяю, очень и очень полезны. Это такое, знаете, очень хорошая терапия для вас идет. Так, и давайте посмотрим последнее, третий момент, который нельзя пропустить, который повлияет на вашу жизнь и на вашу судьбу. Так, а здесь у нас сама судьба вышла. Знаете, вот он, дьявол. Я не буду подбирать слова, я не буду ходить вокруг да около, я буду говорить, как я вижу. В прямом смысле слова. Здесь идет избавление. Избавление от дьявола в себе. У кого-то это дьявол
магия. Магия, под которой вы находились. У кого-то это дьявол, это манипулятор, который вами управлял долгое время. У кого-то дьявол — это ваши комплексы, зажимы, переживания и шоры. Вам предстоит борьба не на жизнь, а на смерть с вот этим внутренним дьяволом, который вас мучил. Знаете, от него идут веревки, и вы человек, вот как, знаете, вот она лягушка, да, которую вот прям, ну, как распяли, понимаете, вот вами играют вами этот дьявол. Я вижу, что многие в себе знают, многие в себе чувствуют, но, девочки, очень хорошо и правильно понимать, да, вот прям для себя понимать, какого рода это дьявол. Это мой внутренний, который мной управляет, да, который заставляет меня совершать те или иные поступки, там, нервничать, агрессировать, комплексовать, путать себе дороги, либо это привнесенный от других лиц. Здесь вам в помощь чистки на соли, на свечах, через храм, через святую воду, через святые места. Вот что вам интуиция подсказывает, то и выбирайте. Благодаря этим чисткам вы поймете, ваше ли это, родное ли, либо это подсаженное в вас. Дальше уже определяйте, что вам с этим делать. Но я хочу сказать вам такую вещь. Я вижу, что кто зашел на вот именно эту отсыпку, у этого человека получится. Вы выйдете из-под контроля и из-под власти этого дьявола. Выйдете, вы станете свободным, абсолютно свободным человеком. И вот эта вот лягушка превратится в прекрасную принцессу, понимаете, либо прекрасного принца. Вот кто меня смотрит, мужчины либо женщины. Все будет хорошо. Вот по ножницам вы отрежете эту ситуацию, вот эти ножницы, они, видите, они уже рядом с вами. Вам осталось только перерезать вот эти путы, перерезать эти веревки, канаты, вот как назовите их, да, вот то, что вас держит, то, что заставляет вас вот как, ну, марионетку, да, реагировать на этого дьявола. Мои дорогие, я хочу сказать вам такую вещь, что вы человек особенный в плане того, что за вами духи стоят, за вами сила вашего рода стоит. Но при всем могуществе и духов, и сил Вселенной, и ваших ангелов-хранителей, и ваших родовых духов-хранителей, все равно, пока вы живете в этом материальном мире, именно вы самая главная энергия и самый главный элемент. И вы решаете, что вам делать, куда идти, с чем жить и как с этим бороться. Поэтому прислушивайтесь к себе, прислушивайтесь к своей интуиции. И если что-то вы чувствуете не то и не так, то, еще раз говорю, во-первых, очень много эзотериков, во-вторых, очень много психологов, в-третьих, вы сами молодцы. У каждого человека есть интуиция, у каждого человека есть чутье, внутреннее чутье, и каждый человек для себя чувствует, что с ним происходит. Так, не так, то, не это. Вы можете это ощущать, вы можете это балансировать, вы можете с этим бороться. Поэтому начните в первую очередь себя с того, что вы поймете, что с вами не так. Если вами управляют извне люди, блокируйте этих людей, даже если это самые-самые, там, не знаю, близкие, родные, потому что вот такое управление ни к чему хорошему не приводит. Люди тратят года своей жизни впустую, а потом приходит сожаление, а ничего уже отмотать назад нельзя. Мои милые, я вот последний момент оставляю на вашу совесть. Каждый с ним разбирайтесь самостоятельно. Здесь просто много людей и много разных вариантов. Я не могу дать один общий совет на всех. Ну, хотя я вам уже сказала, да, определитесь, что с вами, откуда вот это к вам пришло, от людей ли, от темных ли сил, либо это ваши внутренние, да, ваши внутренние комплексы, которые вот выросли вместе с вами. И начинайте бороться. Единственное, что вот я говорю вам четко и прямо, что до конца года вы выйдете из-под этих шор, вы выйдете из-под этой системы управления, да, вами, не вашей, вами управляли. Вы выйдете и почувствуете себя абсолютно свободным, счастливым, радостным, благостным человеком. Вот это у вас в жизни будет. Жизнь меняется. Этот год достаточно такой, знаете, я назову его судьбоносным. Это год перемен. Он очень сложный, потому что перемены всегда даются с каким-то надрывом, с какой-то кровью, с каким-то переживанием, с каким-то прям, ну, воплем, да, воплем боли. Но оно того стоит. Нужно потерпеть. Это как нарыв, да, вот нарыв, который нужно вскрыть,
выпустить, да, вот вычистить этот гной, и все будет хорошо. Год сложный, но будущее прекрасное, освобождение, счастье, любовь, достаток, достижение, себя почувствуйте, душу свою освободите. Я желаю, чтобы вы поскорее в себе разобрались, и чтобы поскорее вот эти все события, они пролетели, не навредили, и чтобы вы вот просто на одном, скажем так, выдохе, да, избавились от всего негатива в вашей жизни. На этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.